Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего расклада: о чем болтают о вас за вашей спиной. Для начала, по традиции, давайте посмотрим ваш портрет, как резонируют с вами карты. Если резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Сейчас никого не загадывайте, думайте только о себе. Кто вы, кто пришел на расклад? Если не резонирует, то можете посмотреть другие видео на нашем канале или на каналах других авторов. Итак, кто пришел на расклад? О чем вы так сильно переживаете? Причем берете близко к сердцу. И вы знаете, тут есть момент, как будто бы вы поставили кому-то какой-то ультиматум или же, да, на чем-то поставили нет. Возможно, сказали чему-то нет и смотрите куда-то вперед. Вас, возможно, или кто-то в чем-то отговаривает, или же, да, вы можете себя в чем-то отговаривать. Даже вы. В основном здесь на расклад пришли мужчины. Да, если пришли женщины, то здесь такая мужская сильная энергия. Вообще у вас энергетика такая очень горячая, и в то же время вы тот момент, что вам кто-то разбил сердечко, да, или же, может быть, был какой-то конфликт. Причем кто-то здесь, возможно, вспылил, да, или же момент вот этого скандала он как не отпускает с кем-то. Возможно, здесь даже момент того, что день не удался, все на смарку, или же, да, очень разбита, устала. Вы думаете сейчас, что же с этим делать? Вот именно обдумываете эту проблему и думаете, что же с ней делать, потому что она трепет мне не нервы, да, это для меня как вопрос дня стоит. Да, здесь смотрят и женщины. Тут такие холодные энергии идут. Очень момент такой отчуждения, закрытости, серьезности. Да, тут кто-то серьезно о чем-то задумался. Возможно, правда, тут кто-то кому-то поставил какой-то или ультиматум, или же кого-то послал куда подальше. Обида есть. У такой женщины мечевой, у нее не то, что даже обида, она, знаете, такая, что ее обидев, она обязательно ответит, да, она даст, как говорится, сдачи. И эта женщина, которой в жизни, да, было больно. Вопрос такой душевный, тут стоит душевной боли из прошлого. Очень много переживаний, очень много слез. Даже были такие моменты, что рыдала в подушку. Тут может быть еще момент утраты кого-то из близких. И было больно. Вот причем это, да, было яркие какие-то моменты в жизни, их было мало, но они были больные, очень больные. Вы что-то оставили в прошлом уже, да, вы, возможно, тут и что-то изучаете. Кто-то занялся обучением, кто-то на что-то плюнул, именно дела сердечные, и начал заниматься самореализацией, обучением, да, или вы кого-то учите, или, возможно, обучаетесь. У меня такое чувство, что вы сами чему-то обучаетесь. Тут, возможно, кто-то смотрит постоянно какие-то видео именно по обучению, да, или же, вы знаете, для вас вы тот человек, который короткие видео будет смотреть не ради забавы, а ради того, чтобы узнать какую-то информацию. Для вас информация – это вообще вкусная еда.
да, вы тут такая женщина или такой мужчина, который наслаждается новыми знаниями, причем такими дельными именно. Также вы хотите все быстро и сразу, вот здесь точно, да, или же у вас какая-то цель стоит, вы загораетесь, вы бежите вперед, даже иногда и вперед паровоза. Тут еще такие люди, которые склонны опаздывать. Но вы знаете, как склонны опаздывать? Вы куда-то собираетесь, вам нужно прийти в 6 часов. Вот вы целый день будете сидеть, да, и ну, в 18:00 вам нужно быть на месте, да, вы целый день будете сидеть, но в последние 15 минут вы вот как бешено начнете собираться, да, здесь такие тоже есть люди. И тут момент такого человека, что если вы не простили, то все, да, если вот вас обидели, все, до свидания, дверь закрыта, дубовая дверь, да, и еще вот этот вот замок повесить. То есть вы людей, да, у вас или да, или нет. Вот этого не знаю, может быть, не существует для вас. Вы конкретный человек, вы рубите прям вот иногда из плеча. И даже так хладнокровно, знаете, отрезала, да, и, как говорится, и даже не испугалась, и не всплакнула. Вот так вот. Так что берегитесь такую женщину, если это женщина, да, или если это мужчина. Такой резкий человек, или же тут же и слово можете уколоть, не только, да, там, отсечь. Вот. Женщина, которая обладает какими-то тайными знаниями. Скорее всего, здесь женщины в мужских энергиях больше проходят, потому что здесь же еще и жрица выходит. Вот. У вас вообще для вас вся жизнь, для такой женщины мечевой, да, тут еще и тайная жрица, вся жизнь это какая-то мистика. И в вашей жизни очень много что происходит мистическим образом. И вы это уже, возможно, сейчас воспринимаете как нормально. Птичка в окно постучала, значит, какие-то известия. Да, вот, то есть вы уже, знаете, так много чему научены именно мистически, да, и знаки какие-то приходят, для вас уже это ясные знаки, и они работают, эти знаки. Например, как птица в окно постучала, да, значит, какие-то известия. Вот. А если птица накакала на голову, ну, значит, это какое-то вознаграждение. Далее, ну, или какое-то вознаграждение, или же вы получите какую-то сумму. Да, или если я вляпалась в Г, где покакала собачка, так значит, это какой-то прибыли. Много очень таких разных примет у вас, которые вы просто знаете, элементарные. Вот. А у вас, знаете, даже есть непростые вещи какие-то, нельзя их назвать элементарными, да, для кого-то, для вас это элементарно, а для кого-то это будет какая-то сложность и новинка. Вот, да, кто-то, возможно, делал какие-то ритуалы или же, да, занимается, может быть, и очищением, да, чистится. Далее здесь момент защиту ставите, однозначно здесь есть такое, да, или же обращайтесь к высшим силам. Вы человек активный, опять-таки. И для вас вообще, для кого-то здесь, да, именно такой момент закалки, если сердечко, ну вот, да, вот эти любовные шуры-муры болит, вы, знаете, так с таким этим отвечаете, переболит, до свадьбы доживет. Ну, не до свадьбы доживет, да, переболит. Вот, вы понимаете, что это пройдет. Да, вы можете себя успокоить. Здесь действует момент вот этого вашего холода. Не всегда холодные женщины или мужчины, да, не всегда для людей это плохая, как сказать, плохое качество. Иногда, да, это есть момент самосохранения, да, именно своей психоэмоционального состояния. Именно это как и есть защита, ваш щит, и он, правда, работает. Да, здесь кто-то хладнокровно, возможно, пошел во что-то новое. И плевать, да, я потеряла миллионы, и мне плевать.
Да, у меня забрали, украли, я не могу их отсудить, и мне плевать, я иду дальше, все, там все, что было, пусть оно горит, да, каким-то там пламенем, и я иду дальше, я построю себе еще. То есть также, да, здесь по портрету еще женщины проходят мстительные, те, которые не забывают обид. И вы знаете, это люди такие здесь, которые, если и отомстят, то будет очень больно. И, возможно, даже незаметно. Почему? Потому что здесь тайная жрица. Да? Именно тихим посылом пошлет чертей. Да? Как псов, вот этих вот, как эти псы-то называются, самые такие с острыми зубами, но они все с острыми. В общем, у Глюкозы в песне там она была, эта собачка с такими острыми ушками. Не помню. В общем, неважно. Да, вот этих чертей злых, да, вы можете послать. Тут, возможно, кого-то слушают и черные силы. Но не стоит тут этим преувеличивать, иначе может вернуться бумеранг. Да, поэтому вот эти посылы, они же, да, от них нужно уметь и, понимаете, и защищаться, потому что оно обратно может вернуться. Здесь это показано. Далее, иногда да, иногда нет, опять-таки. Далее, смотрите, тут момент осторожности ваших слов. В ваших словах иногда вы можете пронзить по самое сердце словом. Именно словом. Здесь у людей есть острый язычок, да, и можно сделать больно. Причем здесь идет подсказка, да, стараться именно следить за словами. Иногда уже захочется забрать, но слово не воробей, да, говорят, вылетит и не поймаешь. Вот уже поздно. Да, иногда на эмоциях бывает этот человек, который сейчас пришел на расклад, может просто даже убить словом. Тут момент идете всегда до победного. Вот просто прете, для вас не существует бетонных стен, не привязки, а эти вот камни на дорогах, закрытие путей, вам плевать. Вы просто прете, да, и в закрытую дверь. Если вы чего-то добиваетесь, то до упора, до конца, да, вам не важно, вы стоите за своим, что есть в чем-то очень хорошо. Далеко пойдете, как говорится, или уже, да, пробивали много дверей и много что и правда для себя открыли. Далее, но не всегда здесь были моменты именно какие-то такие острые. Зачастую эти люди, им очень тяжело сглаживать острые углы. Такие люди в основном не любят просить прощения. Когда у них просят прощения, они этого ждут, но они сами зачастую, да, не нужно обижаться, да, вот тут как есть, да, как идет информация, так я и говорю. Не нужно мне писать, что вот вы... Нет, смотрите, здесь такая информация идет о том, что вы не умеете сглаживать острые углы, да, и вы не... Даже если кого-то оскорбив, вы лучше уйдете в тину куда-нибудь, быстренько так, тык-тык-тык, попросить прощения вот как-то сложновато, да, вот для вас это как ножом по сердцу. Вот спросите, ну так, да, есть такое. Но вы принципиальны, во-первых, и всегда ждете, когда у вас попросят прощения. А если не попросят, то вы вытащите свой меч и хорошенько наваляете. Хорошо, если с вами проигрывает, у вас вообще не жизнь, да, а борьба. Вот вся жизнь ваша – это борьба. Борьба за выживание, борьба с конкуренцией, борьба с соседями, не знаю, может быть, даже с кошкой злой, ну, да, какой-нибудь, я не знаю, тут какая-то есть борьба, да, люди как будто бы иногда кусаются, и вам приходится вот даже не один человек, а несколько, да, и вам были такие ситуации, где вы одна против всех. И вам не страшно. У вас потому что этот острый, длинный, да, меч. Вы не боитесь. Тут такая женщина или мужчина волевой человек. Он прет просто, как танк. Хорошо.
И если с вами проигрывается, давайте смотреть дальше. О чем болтают о вас за вашей спиной? Очень интересно. О чем болтают о вас за вашей спиной? Вы знаете, вас считают, во-первых, тут общительной, душой компании, возможно, или с вами очень приятно поговорить. Да, и люди считают, что вы носите какую-то маску. А внутри, да, вы очень хороший человек, справедливый человек. И вы знаете, вы все можете расставить по местам. Даже у вас можно попросить какой-то совет. Да, здесь, возможно, кто-то занимает какое-то положение, может быть, да, в правоохранительных органах работает, или же там, где защищают, там, где бумаги, там, где решается что-то, да, или же там главный даже менеджер или менеджер коллектива, персонала и так далее. Тут люди в основном те, которые взвешивают все. А может продавец, да, даже, который взвешивает, считает. Вы, кстати, не только считаете, вы умеете и просчитывать ситуацию. Но иногда порите горячку. Знаете, вы еще и научите. Тут и учителя тоже. И о чем говорят? О том, что вы можете еще научить. И у вас есть какие-то тайны, у вас есть какие-то ключи. И, возможно, и правда, у вас есть именно ключи от тайных знаний. Здесь также могут быть и целители тоже. Что у вас говорят, но то, что вы всегда можете себя защитить, за себя постоять. Также вы всегда боретесь, ваша вообще миссия, да, вот люди вас считают, вы боец за справедливость. Возможно, здесь момент того, что вы даже кого-то защищаете. Если на кого-то нападают, и вы видите, что это неравноправно, вы обязательно вставите слово. Вы обязательно влезете, вы обязательно что-то скажете, поправите и так далее. Да, но вам интересно даже рассудить ситуацию. Да, или же вы смотрите фильм, и вам интересно взвешать вообще, кто был прав, кто виноват, вот, да, вот эти вот расследования, детективы, такое вот. Любите фильмы посерьезнее? Или что, где кого-то надо искать, что-то искать, подумать, да, где фильмы загадки, а что же будет дальше, а кто правит миром, да, как вообще выглядит цивилизация плоская, вернее, Земля плоская или кругла. Вам вообще все интересно. Вы такой, знаете, человек, с которым, возможно, да, можно побеседовать на разные темы. И о вас об этом даже и говорят, что вы, да, вот голова просто, как это говорят, искусственный интеллект, да, очень умная, начитанная, много знаний в ней. Также работу выполняет добросовестно и четко. Что о вас говорят? О вас много что говорят. Да, здесь есть момент, что вы кусачая. То есть вы... Да, люди как-то... Есть момент осторожности с вами, потому что вас можно вывести на эмоции, или же вы можете дать сдачу, они этого не хотят. Тут момент есть того, что люди аккуратничают с вами. Строптивая, не боится идти вперед, да, вот даже за вами кто-то исследует, то есть люди как за вами пытаются повторять, да, или же спросить, правда, совета, ехать, не ехать. Возможно, вы знаете какие-то вещи, которые не знают люди. Вот они обращаются к вам здесь, и вот разговор идет о том, что если что, я у нее или у него спрошу постоянно, да, вот вы знаете много что. Или даже здесь, да, у вас как несколько профессий. Вы профессионал в том, в том, в том. Вы вообще, говорят о вас, очень хороший работяга.
трудяга. Вот, постоянно как белка в колесе, постоянно двигаетесь, вы не сидите. И вы, знаете, просто так, люди говорят, деньгами она не раскидывается. Даже кто-то считает вас жадным человеком, что вы не дадите, не займете, да, или же жадничаете, думают. Издалека, кстати, за вами наблюдение идет. Это воздух, это коммуникации, это интернет. Тут как смотрят на ваши фотографии, так внимательно рассматривают, с кем вы стоите или что вы держите, что на вас одето. Даже, знаете, такое наблюдение, фигура, руки. Так разглядывают. Кто-то смотрит в волос ваш. Возможно, здесь момент почему-то о волосах. Может, как-то интересно у вас уложены волосы, или, да, шикарные у вас волосы, прическа, волосы, или здоровые волосы, в чем-то таком. Это женщины, скорее всего, да? Ну, а может, мужчины. Вот, а что? А может, и мужчины волосы разглядывают, какие у нее качественные, здоровые волосы. Вы знаете, для мужчин, да, вообще, первоочередно, что первое кидается в глаза у женщин, да, что самое важное. Да, это пропорции тела, это зубы, это ногти и это волосы. Вот даже давайте не возьмем пропорции тела, это зубы, это ногти и это волосы. Так что, девочки, туда инвестируем сразу же. Да, появились деньги, сразу инвестируем в зубы, волосы и ногти. Ну вот это, да, это уже выведено. Так. Смотрите, что о вас говорят люди за вашей спиной. То, что вы ведьма. То, что вы, наверное, колдуете или обращаетесь к каким-то духам, да, там, к магии, какие-то ритуалы совершаете, может быть, заговоры, к гадалкам ходите и так далее, заговоры делаете, к гадалкам ходите. У кого-то здесь есть животное, зверушка, может, кошка, да, ну, кто угодно, да, есть зверушка. И вот кто-то об этом, кто знает, что у вас есть эта зверушка, да, и, тот думает, что она ведьма, да, или у вас есть кошка, думает, вот она ведьма. Но не все. Здесь есть женщины, которые думают, что у вас, если есть кошка, возможно, может у кого-то черная даже кошка. Но не на этом акцент здесь. Здесь акцент больше идет на магию, магические воздействия, что вы чем-то занимаетесь. И вы знаете, здесь такой еще расклад идет, что о вас думают. То, что вы какая-то подозрительная стали в последнее время. Да, вот как будто что-то вы таите. Или же какими-то ритуалами занимаетесь. Вот как-то с этим связано. И у людей есть некий момент страха. Люди боятся. Вот есть тут момент, присутствует страха, что вы по ночам или по вечерам там что-то делаете ручками, да, и шепотками или заговорами. Вот как-то думать, что это вы делаете. Но кто-то здесь может думать, что вы, правда, куда-то ходите, к кому-то обращаетесь. То есть движение. Далее. Что о вас говорят люди? Что, вернее, говорят о вас за вашей спиной? Мужчина злится. Ну-ка, мужчина. Мужчина моложе вас, он злится. На что он злится? А на то, что мужчина, которому вы не принадлежали, да, или же, как говорится, недоступно вы ему. Как я бы сказала, даже не по зубам. Вот вы бы сказали, тебе, дорогой, еще до меня далеко.
да, не стоишь ты того, или же, да, если смотрит мужчина, здесь вот точно такой же момент, но обратный. Тут момент того, что, да, есть момент злобы, и мужчина очень часто на вас смотрит. И вы знаете, тут не смешно, тут даже, я бы сказала, немного небезопасно. Будьте аккуратны, причем мужчина этот где-то иногда появляется в вашем обзоре. Он вас желает. Он, да, есть момент того, что мужчина сильный, в принципе, да, или мужчина... Знаете, тут такая информация идет, что мужчина такой, что он говорит, что в жизни, что я хотел, то я добивался, того я добивался, легко брал. Вот, а это, да, вот такая вот недоступность, какая-то закрытость или какой-то вот, правда, у вас, наверное, меч, он видит, вы с мечом, и он с мечом. Момент такого, что к вам не пробраться. Да, у вас выстроен как забор, но вас видно через маленькое такое окошечко, видно вас. И мужчина наблюдает. Но тут именно момент какой-то такого, даже вот как издевка, да, такая есть, подкол. Вот что-то он говорит, и вот как подкалывает. Причем от своей же слабости, потому что не может добиться. Да, вот это как в садике девочек красивых за косички дергают, там, я не знаю, что им еще делают. Когда мальчикам нравится девочка, вот он начинает почему-то вот такие вот вещи. И тут похожая ситуация, что хочется вам аж, да, вот за косичку вас дернуть. Потому что человек очень часто, кстати, думает о вас. Вы ему сердце разбиваете тем самым. Тут есть моменты влюбленности, любовь, да, такая она еще, влюбленность. Он даже что-то придумывает, какие-то вот моменты, да, и чувствует, что как будто бы вы рядом. Визуализирует, проецирует. Но вы знаете, он далек от магии. Он просто это представляет. Фантазер. Фантазирует. И вот когда он фантазирует, да, он как немного успокаивается. Но все же, да, когда он понимает, что в реальности вас рядом нет, он начинает беситься, злиться, локти кусать. Вы, возможно, человеку даже снитесь. Человек очень, не знаю, он тут на нервы заведен. Что-то ему от вас не досталось, вот честно. Да, что же вы там медом мажетесь или сладким парфюмом? Вот. Желает вас вот просто взять. Да, здесь есть сексуальное влечение, также здесь есть невидение о вас. Человек вас не знает, да, и много что придумывает. Например, да, вы не любите готовить, а он думает, что она, наверное, так вкусно готовит, да, или она такая хорошая хозяйка, или она такая романтичная, а вы вообще, наверное, для вас романтика, может, и далека, да, вот он, то есть, надумывает вообще другое. Вот знаете, тут человек, да, вот как будто бы вот проецирует такие мысли еще. Может, кому-то здесь покажется смешно, но человек представляет, например, как будто бы он с вами, да, там вместе на ложе, да, или же как будто вот он за ручку идет с вами, да, вы его держите под ручку, а он несет вашу сумку. Хочется сюда прибавить тяжелую сумку. Да, у королева мечевая такая, она может и тяжелую сумку донести, вот, не попросив никого. Она сама такая гордая женщина. И тут по вашей характеристике именно есть момент гордости, да, люди здесь именно видят это,
что вы гордая или недоступная, да, вас очень тяжело добиться, думает мужчина. Или же, да, вы на расхват, да, у вас много кавалеров. То есть не кавалеров, а вы нравитесь мужчинам, вот, извиняюсь. Далее. О чем еще болтают о вас за вашей спиной? Ну, о том, что вы вообще любите быть в одиночестве, да, интроверт. И вам вот эти чуждые компании веселые, или же вы постоянно пораньше пытаетесь уйти с работы, чтобы, да, как-то отделиться от всех, или же, да, когда корпоратив, вы где-то в уголочке сядете там в телефоне, посмотрите что-нибудь, лучше чему-нибудь поучусь, да, или что-нибудь поделаю. Вот как-то тут момент такого отделения. Вы как любите, даже в обществе, но вы любите как-то обособиться отдельно. И вот даже когда сидят кресла, да, где вы там в кинозале, вам неприятно будет, если на ваше кресло, да, чья-то курточка ляжет, вот рукав даже, да, а вы вот тут сидите на своем кресле, а вот кто-нибудь куртку рядом положил, и вот на вас сваливается, это не сваливается, а вот притрагивается к вам куртка чужая или одежда, вам уже немного не по себе становится. Вы же, как говорите, это моя территория, все. Да, сюда не надо заходить. Вот такие даже моменты. И тут, кстати, люди и такие брезгливые, да, которые могут себя ниточки, крошечки убирать, да, посматривать частенько за своей одеждой, за своим внешним видом. Тут люди, которые следят за собой, не любят быть поросятками, именно прихорашиваются, присматриваются. Тут даже та женщина, которая вот проходите мимо витрин, да, вы заглянете не то, что там на витрине продается, а по пути еще посмотрите на себя, как вы выглядите, чтобы не досадно было. Хорошо, давайте дальше посмотрим. О чем болтают у вас? Кстати, люди, это кто-то и замечал, что вы в отражение смотритесь на себя. О чем болтают у вас за вашей спиной? О том, что у вас какой-то есть ухажер с деньгами, да, или то, что вы вообще не женщина, а как мужик, да, вот работаете много или на нескольких работах работаете, вам тяжело, люди это понимают, и в то же время, да, кто-то другой думает о том, что у вас есть ухажер, который, да, возможно, оплатит за вас или то есть вы не одна, и он как-то помогает, вкладывается в вас. Не только в вас, может быть, в общий даже бюджет. Вот. Далее. Что у вас говорят люди? Что у вас очень сложный характер. Здесь есть момент такого человека, не то что эстета, да, давайте возьмем по характеристике эстета. Да, именно когда вы людей выбираете еще и подле эстетизма внутреннего, чтобы вот прямо с иголочки вам подходил. Да, не внешне, внешность тоже для вас важна, скорее всего, но тут более внутри, да, чтобы вот прям вот подруга даже, да, чтобы вам подходила. И вот тут люди говорят, что у вас сложный характер. Или кто-то с вами куда-то отправляется, вы что-то выбираете, и вот видят, когда вы что-то выбираете, вы как-то очень внимательно, неважно, сколько это стоит, дорого или дешево, или же как-то, вы вот смотрите все, да, чтобы просто, потому что вы понимаете, чтобы это дома просто не валялось, просто так, да, если пуговички не перламутровые. То, что оно же валяться будет, я же хотела с перламутровыми пуговичками. Вот вам как до деталей прям нужно все. Это говорю о том, что, да, в чем сложность этого характера. Кому-то, да, говорит, ее сложно вывести, или ее сложно оторвать с места. Да? Ну, интроверта, да, очень сложно оторвать с места. Тут именно давай поедем, давай пойдем, или же вы, тут кто-то говорит, она долго собирается, или же, да, нужно ждать. Это сложно. Какая-то сложность есть по отношению
например, если это знакомые, да, знакомая, или же люди, которые вас знают, они почему-то думают, что есть какие-то сложности в характере вашем. О чем еще говорят о вас люди? С вами спорить не нужно. Да, вот правда на вашей стороне. Все равно вы останетесь при своем мнении. С ней спорить или с ним не нужно. Это бесполезно. Лучше кивнуть головой и все. Вот, да, это просто как непробиваемо. Но опять вы в холодных этих энергиях, что у вас говорят люди, то, о чем мы и говорили, да, то, что есть момент вас такого отчуждения, одиночества, вы любите побыть одна. Зачастую, возможно. А знаете почему? Здесь есть момент вашей такой мудрости, вы любите посидеть, не то что помудрить, да, это такое двоякое слово так звучит, помудрить. Именно посидеть, подумать о чем-то глубоком, о вчерашнем даже дне, о своем прошлом, да, какие ваши были предки, например, да, или вот вам нужно что-то поглубже, вам вот это вот, как говорится, R&B, да, и вот эти всякие игры, это не для вас. Вам нужно вот такое, что дает вам задуматься, подумать. Вы вообще любите это как вкусную еду, я и говорю. Тут эрудиты, да, и скорее даже такие глубокие эрудиты, умные люди. Больше умные не в математике высшей, да, и не в биологии, а именно мудры. И знаете, вас, возможно, называли мудра не по годам. Здесь характеристика той женщины, которая в детстве, возможно, как-то, ну, не то что побрезгивала своих сверстников, да, а считала, с ними неинтересно, дурь несут, в общем, да, мне лучше послушать, о чем старшие на кухне переговариваются. Вот это для вас прям солянка более интересна и вкусна, нежели, да, то, что там дети в садике говорят. Нет. Да, тут кто-то именно взрослый разговор любил слушать. Вот до вас, да, если вы о чем-то думаете там или уходите в себя, вот это импровизируетесь, да, уходите в себя, то вот до вас уже не докопаться. Также здесь и внешне, да, показано, вот люди о вас думают о том, что к вам очень тяжело пробиться, да, есть момент такой недоступности. Или же вам позвонишь, вы сразу трубку не берете, да, или вам напишешь, вы долго отвечаете, да, вот, то есть есть такие дни, когда вам хочется побыть одной. Тут, возможно, кто-то просто тупо выключает телефон, да, говоря себе о том, что ну сколько уже можно, уже все сидят в телефоне, как зомбированные, да, а сегодня я день проведу для себя. Вот, порелаксую, помедитирую, все. Вот так. Вы знаете, вы себе можете и графики делать, да, и соблюдать их. А о чем еще болтают у вас за вашей спиной? Что вы умеете делать деньги, вы умеете зарабатывать, вы работящая, да, вы человек стабильный, вы сказали, вы сделали, да, слова на ветер вы не бросаете, с вами даже, как сказать, чувствуешь себя как за стеной. Вот если смотрят женщины, вы знаете, мужчины, да, здесь говорят о том, что они чувствуют себя за вами, как за каменной стеной, что вы не предадите, что вы не измените, что вы не обманете. Есть момент такой веры, да. И тут такая женщина идет по характеристике меч и пентакль. Если она и обманет, то никто никогда об этом не узнает. Это будет так красиво и в бантик завязано, что будет казаться, что именно все так и есть. Вы знаете, да, а сама уже постреляла глазками. Ну, почему бы и нет, свою женскую энергию возрастила, да. Пришла домой, с сумками дорогой, я была в магазине, вот. А уже там где-то между полочек, да, там
в магазине, да, могла и на кого-то присмотреться. А почему нет? Хорошо. Но никто об этом никогда не узнает. Вот что самое интересное. Главное, да, девочки? Что еще говорят за вашей спиной? Сплетницы-болтушки, да? Девочки. Они догадываются, они только догадываются, смотря на вас где-то, интернет, да, опять интернет идет, они как будто догадываются о чем-то, но аргументов у них нет. Далее есть момент расстояния, есть момент обсуждения. Даже у вас одна знакомая и вторая, и она для вас знакома одна, и для вас знакома другая. И между собой есть момент общения о вас. Причем здесь какие-то как догадки, но спросить у вас боятся, не могут, до вас же не достанешь ничем. Им интересно чувство, как вы там поживаете и как у вас на любовном фронте все. Все ли у нее в порядке? Она же не говорит. Она держит все в тайне. Да, возможно, много что скрывает. Хотелось бы узнать. Именно касается ваши отношения. Кто-то говорит о ваших отношениях. Причем здесь нет такого, что что-то со зла, да, именно просто потрепаться языками, интерес. Да, как она там поживает, да, Наталья? Все ли у нее там хорошо или плохо? Вот люди в то же время, хоть и вы и закрыты, хоть вы и тайны, да, но они видят, как будто ей все хватает. Вот вам как будто бы всего хватает. Вы довольствуетесь всем, да, или же здесь есть также какая-то ваша деловитость, деловая. Возможно, вас кто-то даже и вслух называл такая деловая женщина или деловой мужчина. Кто смотрит? Но с вами, когда пообщаешься, правда, чувствуешь, что жизнь существует. Да, вы живой человек, да, не мертвый, не амебный, да, вы живой человек, вы общительный человек. Но люди считают, что вы что-то не договариваете. И здесь момент есть, что-то в вас изменилось. Люди замечают какие-то именно ваши изменения. Причем в хорошую сторону, в плюс, да, даже, например, я не ходила всегда с короткой прической, а тут я решила отрастить волосы, да, волосы, когда отросли, они так красиво переливаются, там, и так далее, и люди говорят, у нее такие, ну, например, не говорю о волосах, да, что-то поменялось, и люди говорят, ей это идет, или это хорошо, да, для нее, вот это вот. Но тут четко уже 2 раза показано, что видят в вас какие-то изменения. А вы знаете, изменения происходят в первую очередь в голове, ну, а потом в действии. Первое думает мозг, дальше идет действие. Руки, ноги, да, глаза, рот, все задействовано. То есть что вас говорят? Что-то у вас в жизни как будто бы поменялось, или вы поменялись очень сильно, да, и вот вы как это проецируете, и люди, знаете, тут нет момента зла какого-то, злорадства, тут есть момент того, что они смотрят на вас. Кстати, кто-то знает о каких-то ваших потерях. Это раз. Как будто он участвовал, этот человек, в вашей жизни, когда у вас были какие-то потери. А второе, смотрите, люди на вас смотрят, да, вы вот что-то изменили в себе,
И они же говорят, я тоже так хочу. Или я попытаюсь сделать так, как делает она. Копировать. Потому что они считают, что это меня приведет к положительному, да, к успеху, или же я встречу кого-то в своей жизни, да, или, может быть, на меня будут обращать внимание мужчины, женщины, мужчины, кто смотрит, да, и тут да, про вас тут очень много говорят, что деловая, куда-то ездит, или же постоянно в каком-то движении, ей везет. Повезло же ей, да, в чем-то вам очень повезло, говорят. Или у нее такая внешность, повезло, и что она такая родилась, да, красивая. В чем-то вам повезло. Но секреты вы не открываете опять. Такая закрытая книжка. Женщина-тайна. Вот такая женщина-тайна хороша и для мужчины, да, очень. Вот прям подходящий портрет, который для мужчины подходящий, да, когда женщина такая тайна, загадка, улыбается и не договаривает. Вот вроде как и милая, но в ней есть тайна, загадка. Вот такая женщина мужчинам очень, очень интересна. Как вкусный, да, плод, который нельзя достать, потому что далеко висит. Вы, люди говорят, вы такая смелая, вы смелая, вы и в бой, вы и с тяжелыми сумками, вы и с грузом на плечах. То есть вы идете вперед, вот вам не страшно. Она очень смелая, она решительная, да, конкретная такая. У нее шаги такие вперед, да, вот, или же вы далеко вернее, пошли. Да, вы чего-то добились, и кто-то об этом знает, что вы уже чего-то добились, и люди на это смотрят. Причем здесь момент есть такого, опять-таки, копирования той модели, да, поведения или же чего-то иного, но как пытаются тоже так же. Да, видят вас победителя, видят вас человека, за которым нужно идти, следовать, учиться у нее, брать с нее пример. Вы идете до победного, говорят. Да, тут есть момент такой легкой зависти. Ну, не в плохом смысле, да, именно люди хотели бы так же. Вот что у вас. Смотря внешне на вас, на то, может быть, как вы одеты или как вы себя ведете, в чем-то вам повезло, они это увидели, они тоже так хотят. Или она сейчас добилась такого места, да, ее повысили по службе, я тоже хочу. Или она купила квартиру, я тоже хочу. Она купила машину, я тоже хочу. Вот что-то они, вот такой есть момент, я тоже так же хочу. Что у вас такое есть, а? Напишите, что люди хотят тоже так же. Может быть, я тоже так же захочу. Это прям... А вас думает, кто-то здесь знает, что вы или в семье, да, или вообще вас думает, что вы хороший семьянин, да, хорошая жена или хороший муж, кто смотрит, что с вами тепло, уютно, да, или вы умеете создать уют. К вам придешь, да, у вас уютно, с вами поговоришь, с вами тепло, да, но люди, которые вас не знают со стороны, вообще незнакомые, считают, что вы холодна, вы рубите с плеча, да, но есть момент в характеристике вашей такой, что вы можете голову отрубить, ну, не физически именно, но кто знает, да, ну, вот лучше попридержать язычок, да, ваш адрес, поэтому так, осторожным быть. Итак, сейчас давайте сделаем еще расклад на колоде «Золотой ключ», на моей авторской колоде, и посмотрим, что карты хотят для вас передать. Вот самое главное, что в раскладе ничего отрицательного такого прям, да, аж единственное это от мужчины, будьте осторожны, да,
кто знает, кто это за такой человек-то, который злится. А так, в принципе, даже каких-то таких злохитрений, там, всяких гадалочек, чародеек, вроде как мы не увидели. Спокойно все. Да, здесь также момент вашей защиты есть. Кто-то защищен. Или же, да, вы умеете поставить границу и сказать «нет». Так, первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Сейчас посмотрим, что у нас за числа идут. О, здесь 2 вышло. Давайте тогда еще по одной сюда доложим, чтобы обидно никому не было, да? Так, дальше мы еще откроем аффирмации, потому что, да, многие девочки тоже просили, говорят, это откройте аффирмацию. Давайте откроем, конечно. Смотрите, вот еще мы достанем колоду «Ангелы говорят», но мы ее сделаем в конце, да? Вот первый вариант, второй вариант, да, и третий вариант. Вот, 3 варианта. Вот выберите здесь один вариант, и тот же будет здесь. Просто я убрала карты подальше, потому что они большие. Вот, и начнем. А палитру аффирмации уже мы откроем в конце. Сразу в общую пачечку, и вы выберете для себя лучшие аффирмации. Кто-то поставит на паузу, сделает скриншот, да, и выпишет для себя лучшие аффирмации. Хорошо. Давайте, кто выбрал первую позицию? Смотрите, новый, так, сейчас приблизим. Новый коллектив, коллеги, друзья, знакомства. От кого-то услышите информацию, которая изменит вашу жизнь. Перед вами встанет выбор. Кто выбрал вторую позицию? Возможно, беременность или в окружении есть дети. Помните, случайности не случайно. Кстати, вот по этой карте, возможно, беременность, да, что еще выходило. Также это говорит, что не в детородном возрасте, здесь могут быть и внуки. Вот, или же дети, да, приедут. Помните, случайности не случайно. Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение, успех. Так, спасибо, двоечки. Переходим, кто загадал третью позицию. Дальняя дорога. Любовное сообщение, звонок, известие. И вы под защитой ангелов. Доверьтесь им. Так, кто какую позицию выбрал, сейчас держите в голове, да, мы посмотрим. Первая позиция. Ангелы говорят, твори. Архангел Гавриил помогает созидательным людям на их творческом пути и направляет их открытия и идеи на благо всего мира. Вторая позиция. Ангелы говорят, доверься нашей заботе. Мы заботимся о том, чтобы чувство любви, которое ты испытываешь к окружающему миру и к себе самому, было счастливым, добрым и бессмертным. Третья позиция. Ангелы говорят, будь искренним. Будь искренен в своей просьбе о помощи, и мы явимся, чтобы помочь тебе. Так, и сейчас мы достанем аффирмации для вас. 6 аффирмаций. Загадывать позицию не нужно, мы просто в общем, да. А вы выберите для себя, так, сколько? 2, 3. Почему-то идет 14 число у меня, да, с потока тянется. Для кого-то это число очень какое-то значимое. Почему-то уже который день, 14, 28. Но сегодня 14 четко идет. 4 плюс 1, 5. Также пятерочку давайте возьмем, да. То есть для кого-то эти числа какие-то значимые. Или в эти числа кто-то родился.
14, 5. Можете написать в комментариях о числах. Хорошо, давайте посмотрим аффирмации для вас. Произносите эти аффирмации. Я источник энергии. Я излучаю энергию. Я есть сила. Кто-то может эти аффирмации, да, и написать в комментариях для активации, да, или выбрать и прописать. С каждым днем я становлюсь все лучше. С каждым днем я становлюсь все лучше. Я материально богатый человек. Я люблю себя, независимо от внешних обстоятельств. Надеюсь, видно, да, в экране все влазит. Так. У меня все хорошо, и с каждым днем моя жизнь становится еще лучше. Я люблю и любима. Надеюсь, все видно. Да, вроде видно. И давайте достанем одну карту крылья. Что она в конце скажет для вас, кто пришел сегодня на расклад. С этого дня в твоей жизни больше не будет боли и разочарования. Теперь в ней будет только любовь, процветание и благополучие. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. Итак, да, я хочу сейчас объявить по поводу личных раскладов. Вот сейчас места есть, да, кому интересно, записывайтесь. Потому что, да, мне пришлось остановить все, потому что очередь скопилась, да, я уже не могла никого брать на личный расклад. Вот сейчас опять есть места, вы можете записаться. И уже, да, мы оттянули на 10 дней. То есть сейчас, да, расклад нужно будет ждать после оплаты в течение 10 дней. Да, и если мест не будет, я буду сразу же говорить, опять мест нету, да, если все опять будет заполнено. Потому что мне с временем очень сложно подкорректировать время свое, и поэтому так приходится делать. Но я буду объявлять каждый раз, да, в эфире. Я думаю, это уже будет более понятнее скорее. Но если я буду писать, что уже мест нет, хорошо, вот поймите просто и простите, да. Вот, также, кто хочет на личный расклад, обращайтесь, все контакты я указала под видео. Также я здесь оставлю QR-код. Вы можете поставить на паузу и перейти по QR-коду. Да, написать мне в личный телеграм. Вот здесь вот посередине это QR-код личного телеграма. И внизу также есть ссылочка, по которой вы перейдете на все мои контакты. Вот. Также, кто хотел бы приобрести мои авторские колоды, да, пишите «хочу колоду», я пришлю всю информацию, фотографии, и даже там, по-моему, есть и видео, да, кусочек. Вот. Пишите просто «хочу колоду», я пришлю информацию. Неважно, будете вы ее брать, не будете, да, кому-то просто даже интересно узнать информацию, да, цены и так далее. Мне несложно, я отправлю. Мне еще сейчас помогает девочка, поэтому я сейчас уже, мне более легче, да, отвечать. Поэтому так вот. Хорошо. Также я вас хочу отдельно, каждого из вас, поблагодарить за ваши донаты и за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. И также я хочу сказать, что да, не забывайте подписываться, да, оставаться на канале, потому что в конце года, да, я обязательно буду создавать колоду для подписчиков канала. Ну и не только для подписчиков, да, даже кто пришел новенький на канал, буду создавать колоды.
вот, которые которые вы сможете скачать и в виртуальной форме, и для распечатки. И огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. Нашему, потому что это и мое комьюнити, да, и ваше комьюнити. Я такой же участник этого комьюнити, как и вы. Вот. Не было бы вас, не было бы этого комьюнити. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны. И держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, всех вас крепко обнимаю. Спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Лида Скара.